Ну что, друзья, давайте познакомимся с нашими героями сегодняшними. Это вот наш мастер Александр Дмитриевич Данилов. Очень приятно. И Максим, его ученик. Спасибо, что взяли меня с собой. То, сегодня собираются все кузнецы, получается, да? На переплавку руды, правильно я понял? Вот. Будем снимать сегодня процесс, основу появления якутского ножа или любого другого металлического инструмента, правильно, якутского? Да. Там же не только для ножей, для всего. Сегодня будет переплавка металла из руды. Всегда по дороге делают угощение духом природы. Ну все, въезжаем в Намский район. Нас провожает ворон. Ну все, мы в Намцах, но немножечко заблудились. Оказывается, это сейчас мы едем не на регулярно какое-то мероприятие кузнецов, переплавка руда. Оказывается, тут будет в Намцах СЭХ в этом году, как мне сейчас объяснили. И сейчас как бы типа тест-драйва, подготовка к этому мероприятию будет. Вот что-то там будет. Я не понял до конца еще толком. Сейчас проснемся нормально и все мне расскажут, я надеюсь, на месте. Это вот такие печи, да, вот? Это у всех такие, да, для переплавки руды, получается, да? Или, ну, примерно, да? Это вот как делали, да? Вот такая вот печь для переплавки. Как все происходит? Я так понял, как мне объяснили. Сначала закидывается древесный уголь сюда, набирается жар, а потом также сверху накидывают руду. И она плавится, оплавляется вниз, и дальше ее здесь разбирают и вытаскивают. Здравствуйте. Игорь, очень приятно. Ага. То, что получается в итоге оплавлено, называется крица. Либо болго, это по-якутски. Это как место называется? Аланходе, да? Ага. А как переводится, если по-русски? Есть это такое? Дом Алонхо. Дом Алонхо, да? Ага. Ну что, можно заходить, да? Можно. Спасибо. Ходите, пожалуйста. Спасибо. Вот портреты алонхоситов наших. Ух ты, это доспехи уже, да, вот? Куяк называется. Как? Куях. Куях? Решил сделать примерку. Оп. Ну как, нормально? Ну, Санкт-Петербург даже есть статуэтка. Нашел, ничего себе. Везде напоминание о родине. Вот тоже экспорт. Это искусство еще, да? Несколько веков назад. Это мукомол, да? Наверное? Жирнов. Жирнов, да? Не крутится. А, крутится, да? Это же как у силы надо обладать. Да нет, женщина крутит. Да? Сюда засыпаешь зерно. Ну когда зерно, оно нормально уже, да, трение там уменьшается. О, такие стульчики вот делают, я видел тоже в деревне, да? Табуреточки. Это получается какая-то специальная, ну, все умеют, да, это делать? Такие аналогов вообще нет в мире. Да? Видишь, оно, ну вот, не прерываясь идет. Сюда вставляется, видишь? Такая вот, это уметь надо, да? Все, многие умеют. Правильно засуши, правильно там все, чтобы не треснуло там. Вот форма усеченной пирамиды. А, да? Ну, это вообще уникально. В А. мире нет таких. Только у нас такие есть. Мой любимый инструмент. Вот такие вот штуки есть. Мужики много чего интересного рассказывают. Я, не успеваю снимать, как-то неудобно постоянно камеру включать, перебивать. А пересказать тоже не очень правильно могу. Буду ловить моменты. Какая-то игра, похоже. Баянай. Чик. Хочу убить волка. Опа!
Это похоже поддув. Это вы поддув делаете, да? Ага, поддув. Вот так вот все своими руками. Ну, почти, да? Так, то есть первая загрузка угля, да, это будет? А сколько ее всего раз надо загрузить? Сперва уголь будем здесь, а потом подождем, вот здесь температура наберет, тогда будем загружать. Руду уже туда, да? Ну, поддув уже включили, да, вот она. Такая вот установочка, да? Все, пора? А эту печку сейчас собрали? Вот к этому мероприятию печку собрали? Вот сейчас, то есть сами сделали, да, ее? Что себе? Все. Пошла загрузка. Древесный уголь, да, используется? Помог чуть-чуть. Так. Один мешок полностью, да, забил? Ничего себе. Сейчас будет разгораться потихоньку. О, она прям доверху вот так вот надо, да? Раньше вместо двигателя использовали меха кожаные, да, получается, они были. И нужно было там сутки, бывало и больше, непрерывно нагнетать воздух, поэтому всегда много народу участвует в этом мероприятии. И все по очереди раздувают. Без остановки. Да, сейчас гораздо проще, да? Прогресс технически позволяет. А вот, ну, уголь будет готов, ну, это сейчас по ситуации, да, сколько там, полчаса ему разгораться, интересно? Не, сейчас это... Он уходит, да? Потом уже закладка. Вот после этого уже закладка руды сразу пойдет, да? То есть одного мешка угля достаточно, да, чтобы... Ну, она вся со вчерашнего дня уже это... горит. А, печка уже со вчерашнего, да, топится? Непрерывно, да, получается? Вот всю ночь подкидывал кто-то, да? Прогревали систему, да? Взвесить ее надо, да? 39. 39, да? Ага. Она выкопанная просто, эта руда? Как она? Нет, она не копанная. А? Ну, если ты здесь Обжженная. будешь, ты, наверное, сходишь. Да, вот надо сходить, да. Это летом. Это... Когда вся вода уйдет, она вот сверху падает. Падает все это, находит. А, просто с гор, ну, падает, да? Ну, После... пластами же лежит он, как этот уголь. Мгм. И он вместе с углем там находится и падает. А, Вот это собирается. и просто собирается, да? Не копается ничего? Ну, вот примерно вот. А вот так это А выглядит? это уже обожженная и измельченная. А, то, что собрали, ее чуть даже как металл не выглядит. Можно- Вот такие куски бывают. А мы измельчаем. А, и получается вот это все вот здесь железо, да? Ничего себе, я даже не подумал. Вот так вот, оказывается, выглядит обожженная руда, из которой потом плавит железо. Здесь было 39 килограмм, да? Сколько, интересно, килограмм будет чистого железа? Взвесим потом, да? Посмотрим. Вот так. Обратно. Начинает же Ну, гореть, да, да. и газ выходит. Древесный газ. Ага. Это потом зажигаешь. А, то есть просто когда начинает гореть, начинает газ выходить сюда древесный, и спичку подносишь, она просто вспыхивает, да? Прошло минут 15, как зажгли, да? Не зажгли. А Ну, это- как уголь закинули, Да. да. Как уголь закинули, минут 15, и уже сверху сейчас пойдет руда. А уже по последовательности сейчас это руда, потом уголь, потом руда, потом уголь. А, слоями, да, По получается? времени, а уже начинает она это. Она загорается, что ли? там, да? О, я тоже так хочу сделать. Ну-ка. Ух. 1,75. Ага. Это надо взвешивать теперь, да, каждую эту? А, примерно. Это чтобы по сколько нужно закладывать? Кило 500. По 1,5 килограмма, да? Это бассейн, когда буду. Находят руду камушками такими. Получается, там много серы внутри, поэтому ее обжигают, чтобы сера вышла. И в итоге после обжига получается, ну, примерно такого же цвета камни. Их мельчат. И это получается такая вот, как бы,
порошковая субстанция, из которой в итоге получается металл. Кто бы мог подумать. Первый мешок до половины прогорел. Сейчас засыпает, то есть до половины печки опустился. Засыпает еще раз угля. Доверху, я так понимаю, сейчас будет у нас. Да. Это вот Василий, как мне рассказали, что он не кузнец, но он стал очень увлекаться всем этим делом. Ну, в общем, надо поспрашивать более подробно. Я еще до конца не понял, но он очень большой вклад принес в развитие кузнечного дела. Так, Василий этим всем занимается, да, я так понял? Да, давно занимается. В нашем районе только вот Да? специалист. Ну, это вы именно по плавке руды именно, да? Вот? Плавка. То есть вы не кузнец, но увлеклись процессом, да, вот этим всем? А раньше, видите, вот это распределялось по этим, ну, как бы специалистами по какой-то технологии. Вот он, например, плавит, кто-то готовит этот уголь, тоже это процесс. Ну, каждый своим делом, да, занимался? Долгий. А потом кто-то берет, вот он продает этот, вот, этот, как его, вот, который втаскивается, булгуя называется, крицы. Крицы, да. Отдает кузнецу, кузнец у нее покупает. То есть, да. Да, он берет и потом оттуда, ну, что хочет делать. А сами кузнецы этим не занимаются, интересно? Этим, плавкой? Да. Это же долго процесс. Да? То есть лучше взять готовую руду и заниматься своим кузнечным Не делом, руду, да? а этот, крицу. Ну, Купить. крицы, да. Так дешевле. А Василий именно продажей занимается, да? То есть он А он именно плавкой, и вот крису может он продавать. По разным месторождениям вот эти руды, там состав металла. разный везде, да? Он, Свой состав. он идет, покупает этот древесный уголь у другого. Да? Тот, кто заготовил Конечно, угля. он же- А так, это, кто готовит уголь, у него еще люди есть, которые там возят деревья, Привозят. валят, лесорубы, там все это им привозят, он накрывает, ну, там что, доступа кислорода не было. Мгм, да. Надо жечь теперь без кислорода, поэтому уголь появляется. Потом он продает этому товарищу. Ага. Василий, еще у него это должны быть люди, которые это руду находить, там, привозить, Приносят, а он да? плавит. Это же как бы конвейерный процесс идет. Ага. Сколько людей участвует, чтобы якутский нож изготовить, например, ну, да? вот такой маленький, Маленький нож, ножик. иголка, вот, знаете, через сколько рук проходит. Да. Это же страшно. Вот знакомься, это Руслан, он у нас гончарщик. Это его рук дело. Вот каждый тут умелец в своем деле. Да. Вот я ничего не участвую же, ну, свое рассказывай. Но это тоже, да, нужное процесс. дело. То как? Я-то ничего толкового не расскажу. Это да. А как эта печка сделана? Вот, сначала же основание кирпичное, да, или глиняное должно быть? Глиняный должен быть. То есть вот это, ну вот, цилиндр, да, глиняный выкладывают. Там просто кирпич, я вижу. Да, мы С кирпича, да, вот так вот, круг, да? Облепили глиной, потом сделали обрешетку вот так вот, да, из досок, и насыпали песок, да, туда? Оказывается, песок у нас 50% снег. Да, да? Уже жар хороший. Руки даже не могу погреть, подношу, оно тут жгет все. Так, еще угля. А как определять, когда угля достаточно? Уже руда идет, да? О, как я вовремя-то камеру включил. Все, первая руда пошла. Полтора килограмма. То есть немножко угля надо сыпануть, получается, да? Ну, не горевшего. Познакомился с Сергеем, оказался моим зрителем. Очень приятно. Подписчик, да, мой. Один из первых. Один из первых, да? Круто. Так что теперь не только подписчик, еще и мой участник. Ты с Нового года здесь, да? Да. Ну вот. У нас чаепитие. А это жареный чир, оказывается. Первый раз пробую. Именно жареного. Сегодня я первый раз пробую еще и не только жареного чира, но еще и соленого чира. Это как якутская селедка, можно так назвать? Государственного деятеля якутского, который стоял у истоков якутской государственности. Максим Кирович Амосов его зовут. Амосов, да? Я слышал.
Ну, улица Амос, вот Ага. рядом живешь там. Мгм. А, ты на Уюнскую живешь? На Юнского, да. Вот Платон Аюнский, он первый перевел Олонхо. Вот этот А. фигур. Он сейчас говорит. Мгм. Как он был тоже стремительный. Да, у нас, кстати, Максим историк, забыл сказать, закончил МГУ с отличием. Очень много всего знает, интересного рассказывает. Без отличия. Но я не успеваю запоминать. Буду стараться запечатлеть. Это, оказывается, вот здесь на фотографиях Олонхо-суты. Это люди, которые передавали из поколения в поколение якутский эпос. И вот записали только вот книга есть Олонхо, я так понял. Перевели только вот буквально в 20-х годах. А раньше это все было в устном виде. Передавали из поколения в поколение. И это они вот так вот садились, вот так руку к уху прикладывали. Мы сейчас рассказали. Вот так вот на стул. И так садились на стул, ногу ставили вот так вот. И, получается, слушали духов и рассказывали. Ну, как-то из памяти, видимо, все это, потому что это в стихах все. И вот, ну, я не представляю, как это все можно помнить, как мне сказали, это вот такая книга толстая. И все это люди помнили наизусть и вот рассказывали. И передавали потом своим ученикам из поколения в поколение. Не каждый мог быть Олонхо-сутом. Для строганины. О, это для строганина у нас, да? Чтобы не остывало. А это вы сами только что сделали или Это мастера есть такие. уже была готова, да? Просто немножко ее очистить. Скульпторы. Значит, будем строганинку сегодня пробовать, да? Это хорошо. Ты еще не пробовал, да? Не, пробовал, я ее каждый день кушаю. Строганина будет, Люблю. говядина будет, печень будет. Печень жеребячая, да? Вот ее еще не пробовал. Отлично.